Ці магчымы дыялог улады і грамадзян сёння? Диалог вообще-то возможен всегда при наличии совместных усилий, потому что диалог – это конструкция такая, она начинается с очень любопытного признания права другого на другойность. Вот, кстати, подоплека, когда я разбирался с темой диалога, первоначально ведь вот эти первые площадки диалогические начались с Витебска. Диалог по поводу Конституции. Я смотрю на ребят, которые сидят на этом диалоге. А это кто? Это сенаторы, это представители власти. И дальше я смотрю на их лица и понимаю, что, допустим, диалога там не может быть. И когда мы говорим о диалоге, диалог ведь не бывает ради диалога. Диалог бывает по поводу. И дальше я начинаю вслушиваться в то, что говорят участники вот этих круглых столов и так далее. Они призывают к чему? К спокойствию в обществе. И главное успокоиться, главное вернуться вот в то такое, с их точки зрения, благословенное состояние, которое было, да, когда было тихо. И вот мы и на протяжении многих других передач обсуждали, так сказать, вот критерий, а бы тихо. Вот если тихо, значит, ничего не происходит. Я говорю, знаете, опасный критерий. Если все молчат, это вовсе не означает, что они не кипят внутри. И если вообще вы мудро руководите, если вы мудро управляете, вы как раз создаете возможности и условия, необходимые условия для диалога, чтобы человек имел право, имел возможность высказать все то, что наболело, и быть услышанным. И вот это услышанное, это не просто как выпускание пара. Вот мы проговорили, тут же тайная надежда власти, вот поговорят, покричат и угомонятся. И для этого мы создадим вот эти площадки, где будет возможность выпускания пара аудитории. Нет ничего подобного. Диалог предполагает именно услышанность. Услышанность, и не просто услышанность, а принятие к сведению, и самое главное, участие в выработке решения. Потому что еще один момент, на который, так сказать, все время не обращается внимания. Ну, говорят, вот чего общество неспокойно? Вообще-то причины есть для неспокойствия. Это ж не вот те дурные люди, которые выходят, у которых кипит, и у которых головы нет. Ну и часто вот подается в различных таких вот информационных вбросах, это кто? Это наркоманы, проститутки, это вот неизвестно кто, это люмпины шатающиеся. Правда, потом противоречия, а потом, значит, публикуются, это артисты известные, это инженеры, это айтишники, которые создают вообще-то налоговую базу страны. Страна живет вообще-то на заработках этих людей. Это люди, привносящие свою лепту в развитие вот этого государства. Так чего их толкает? Наверное, причины какие-то есть. Если не ставить, опять-таки, вопрос о причинах происходящего, это же не просто постановка причин, а это разбирательство в причинах, а следующий шаг – разрешение тех проблем, которые обусловлены вот этими причинными основаниями. А причины какие? А очень простые причины. Вот фальсификация выборов. Это же не просто вот эти неугомонные, а по поводу чего они протестуют. Это они пришли, допустим, на избирательный участок и почувствовали себя обманутыми. А как реагировать? А второе дальше. Вот ковид, дальше ковида нет. А дальше, а сейчас мы вдруг начинаем сталкиваться с чем? А ковид есть. Это что? Это как реагировать? Если вот здесь картинка одна, допустим, вокруг меня картинка другая, как реагировать? Ну, а третье, опять-таки, акты насилия. Там можно говорить о разном, можно выдвигать разные, так сказать, подоплеки, оправдания и так далее, но факт налицо. Есть избитые, извините, ну, а последний эпизод, это что за сафари такое? Извините, когда за такими простыми людьми гоняются на автомобилях и получают удовольствие, еще и пуляют. Или, допустим, вот этот пейнтбол, так сказать, по гражданам. Вообще, на каком основании? И вообще, вы загадили одежду человека. А кто отвечать будет за это? Это ведь деньги. И если мы не снимем этих причин, мы, опять-таки, не решим проблему. И тогда у нас диалога не может быть. У ободвух бакоў прынцыповыя пазіцыі. Ці не ёсць гэта тупиком? На самом деле, допустим, вот эта ситуация, кто кого сломает. Но власть считает, что если она сломает вот эту аудиторию, если она загонит их куда-то, если они не будут выходить на улицы, то проблема снимется. А другая сторона считает, что вот так власть взяла и ушла. Вот так вдруг посыпала голову пеплом, вдруг признала свою вину и взяла, сошла со сцены. Но так тоже не бывает. И пока, допустим, не сформируется вот это пространство взаимного интереса, пока мы не признаем, допустим, самого факта. Диалог нужен. Так?
Если мы не признаем, ни та, ни другая сторона не признает этого факта, то, опять-таки, диалог в принципе невозможен. Следующий момент. По поводу чего диалог нужен? А вот здесь надо четко уже обозначать повестку дня. Дальше. Результаты выборов. Так, приведите аргументы. Я и в своих предшествующих постах говорил, ну, если вы такие законные, ну, так дальше сделайте прозрачными результаты. Ну, или признайте, что есть некая фальсификация. Если вы признаете, что фальсификация, ну, в принципе, вы козла отпущения можете найти. Ну, избирательная комиссия, ну, Ермошина. Так, ну, вот не досмотрели, ну, вот не доорганизовали. Это я подчеркиваю, если у вас есть желание к чему-то. Дальше, ну, насилие, ну, допустим, опять-таки обозначить персоналии, так, если вам хочется спокойствия, если вам не хочется загоняния. Так, признайте этот факт. Вот конкретные люди, вот конкретное нарушение, вот будем, опять-таки, решать эту проблему. Дальше, вот факты насилия. И дальше будем, опять-таки, исследовать эти вещи. Ну, что это такое? Огромное количество избитых людей, а дело продолжается. Почему и такая мотивировка? Нужно очень много времени для выяснения фактов и так далее, и так далее. Тогда противоречие с этой стороны. А почему, допустим, вот для других дел дня хватает? Дел, опять-таки, требующих очень серьезного исследования, опять-таки, оперирования фактами и так далее, и так далее. И почему у судьи в сознании не возникает вот этот вопрос, что вообще-то фактов не хватает? Ну, а где твоя гражданская позиция? Где твоя ответственность? Что тебе, опять-таки, сложно не заметить очевидное, что фактуры не хватает, что свидетели липовые, что еще чего-то. Ну, отправь дело на доследование. Ты хотя бы, допустим, часть своей совести снимешь. Ты же ведь не превращай вот эти судьбы других людей в такую конвейерную вещь. Или, допустим, вот диалог с подростками. Это вообще ужас. Вот сейчас он как раз стал достоянием гласности. Приходит милиционер в школу, и дальше и ты читаешь эту запись, и у тебя волосы дыбом становятся. Вот такого диалога. Мат-перемат. Ты чему учишь? Дальше, опять-таки, диалог должен осуществляться в правовом поле. А какое правовое поле, извините, когда, во-первых, нарушены права ребенка? Это вообще-то несовершеннолетний. И он вообще милиционер, инспектор по работе с несовершенными детьми приходит и нарушает сразу норму. Почему? Взрослый должен присутствовать. Учитель должен присутствовать, воспитатель должен присутствовать. Почему? Потому что родитель, отдавший своего ребенка в школу, вообще-то доверил школе охрану прав этого ребенка. И тут раз все трещит. Ну и дальше на невинные ремарки ребенка следует мат-перемат и угрозы. Это что, диалог? Так, извините, чего вы добились? Допустим, как будет относиться к этому инспектору вообще этот подросток, а как его родители будут относиться к этому факту? Поэтому, возвращаясь к диалогу, давайте все-таки обозначим повестку. Так? Нарушения были, они очевидны. И пока вы будете закрывать глаза, вы не будете решать проблемы. Дальше. Еще один очень существенный и важный момент, связанный с диалогом. Доверие. А кому доверять, если сначала говорится одно, а другое? И если мы не обозначим основания для доверия, то диалог, в принципе, становится невозможным в принципе. А дальше? А ради чего диалог? А для достижения неких взаимоприемлемых решений. А какие решения взаимоприемлемы? И в нашей авторитарно-тоталитарной системе вообще какие решения реализуемы? И то при очень большом вопросе. При присутствии первых лиц. Ну, кто у нас в стране принимает решения? Ну, мы можем, так сказать, рассказывать разные байки, но вообще одно лицо принимает решение. Ну, так если одно лицо принимает решение или люди, готовящие эти решения, давайте все-таки усаживать людей, которые готовят этому одному лицу решение. Но договариваться в конечном итоге при предварительной подготовке, диалог ведь не возникает сразу, мы должны тоже быть понятны, мы должны согласовывать какие-то вещи, что мы будем обсуждать, какие условия обсуждения и какие мы документы будем вырабатывать. А тогда вот эта промежуточная фаза, она предполагает работу с экспертами и с той, и с другой стороны. Причем не просто с экспертами, когда собираются люди с улицы, представители неизвестно чего и какие. Ну, приблизительно, да не обидятся на меня участники всебелорусского собрания, как пусть не обидятся, допустим, депутаты, и как пусть не обидятся сенаторы,
коих я в глаза не видел. И вообще, допустим, я смутно представляю, что это за категория людей, хоть они периодически выскакивают в пространстве. А люди действительно компетентные в вопросах. Юристы, извините, представители общественных организаций, медиаторы, посредники, ну, если хотите, психологи, люди, которые работают в этой сфере взаимоотношений. Так? И давайте договариваться о механизмах. А вот когда документы подготовлены, тогда привлекать основные стороны. А какие у нас сегодня основные стороны? И пусть, что бы власть ни говорила, вообще-то Тихановская сторона. Тихановская сторона, которая легально, легитимно может предъявить претензии на что? На то, что выборы не сфальсифицированы. И опять-таки, это сторона, которая авторитетна для кого? Для вот этих людей. Ну и дальше возникает проблема гарантий. Так, и вот она часто дискутируется, вообще гаранты должны быть. Почему? Потому что можно пообещать одно, а, допустим, результата не будет. Если нет гаранта, если нет медиаторов, если нет людей квалифицированных, которые обеспечат коммуникацию, а это я как специалист говорю, я как социальный психолог говорю, вообще людям, чтобы они договорились, нужен посредник, нужен медиатор. И худо-бедно даже в нашей системе правовой, ну сейчас она уже не правовая, она сегодня неизвестно какая, вообще начал внедряться институт медиаторов. Почему? Договариваться надо. И если мы не договоримся, а договаривание – это непростая задача, это непростой процесс. Почему? Надо помогать, открывать уши, и надо отделять зерна от плевел, и надо помогать людям находить взаимоприемлемые решения. Поэтому сперва надо обговорить повестку дня, о чем будем договариваться, а потом, допустим, мы должны прорабатывать вот эти механизмы договаривания. И самое главное, опять-таки, материализация этих договариваний в документах, которые будут подтверждены наличием гарантов. Почему? Это публичное договаривание. Вот тот же инспектор может сказать, что «а вот вы меня неправильно поняли». Почему? Свидетелей нет. А это заинтересованная сторона. Если есть гарант, если есть медиатор, опять-таки, тогда есть свидетель происходящего. Если этого нет, извините, тогда я могу то, что я пообещал, просто выкинуть. Як пачынаць дыялог, калі ў бакоў няма даверу? В принципе, доверия нет ни у одной стороны к другой, ни у другой стороны к этой. Так, почему? Эта сторона говорит, вы продажные, вы, опять-таки, регулируетесь кукловодами, а дальше, а вы лгуны и обманщики. Так? Поэтому с чего-то надо начинать. И, допустим, когда вы хотите добиться совместного решения, вы должны, ну, по крайней мере, входить в это решение, договариваться. Признаем. Можно говорить, вы нелегитимны, сейчас обсуждается вот эта проблема 5 ноября и так далее, и так далее. Допустим, ну и что 5 ноября? Ну и что, взяла власть и ушла? Нет, не уйдет эта власть. Так? Пока не будет достигнуто вот этого совместного решения, не уйдет. Поэтому надо признавать, де-юре, де-факто. Де-факто есть власть, и с ней надо говорить. И опять-таки подходить к этому разговору с властью с исчерпывающими аргументами. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Вот почему я и говорю о необходимости вот этих медиаторов. Договорились, и я говорю о наличии вот этих гарантов. Ну, ОБСЕ может быть гарантом, так? Но с российской стороны могут быть гаранты. И в силу того, что мы сейчас оказались в такой очень сложной ситуации, мы сейчас провисли. Почему? На нас, вот мы все время обсуждаем нечто в рамках вот такого республиканского изолированного пространства. Но не изолированное оно. Оно испытывает явно выраженное воздействие со стороны Запада и не менее выраженное, но сокрытое воздействие с Востока. Так? И, в принципе, вот эти две стороны, допустим, они могут договариваться. И когда мы смотрим в эту дипломатическую подоплеку, ну, с кем, допустим, общается Меркель? С кем общается Макрон? Он что, с Александром Григорьевичем общается? Ничего подобного, он с Путиным общается. Так? И вообще там надо тоже договариваться. И когда вот эти договаривающие стороны приходят к какому-то согласию, вот они могут выступать в качестве гарантов. И поэтому коллегам, которые вообще сидят там, я бы советовал не забывать и об этом ресурсе, и включать свои возможности, свои ресурсы давления на обеспечение гарантий по поводу достижения соглашения между сторонами. Ну и многое не происходит сразу. Так? И любое решение нам должно предполагать ряд последовательных шагов. Так, прежде чем прийти к завершающему решению, мы должны договориться о чем? Первое – выпустить всех политических заключенных.
Так, если вы являетесь, опять-таки, мотивированными на диалог, ну, пожалуйста, выпускайте заключенных. Так, это первое условие. Мы как-то подзабыли, что сидят невинные люди, что к этим людям пока не предъявлены какие-то серьезные вообще-то обвинения, и мы как-то отошли вообще от этого вопроса. Вот первый шаг. Если выпускаются эти стороны, тогда мы говорим о чем? Ага, я уже доверяю вам, почему вы выполнили первое условие. То есть, в принципе, допустим, такие вещи, как диалог и достижение совместного согласия по какому-то вопросу, они предполагают вот этот ряд поэтапных шагов по формированию доверия. Договорились, сделали. Переходим к следующему шагу. Но я уже не буду, так сказать, останавливаться на каких-то деталях. Тогда у нас появляется перспектива, что с этими людьми можно договариваться, что эти люди, опять-таки, способны принимать какие-то решения. Но я подчеркиваю, здесь все-таки движение не должно быть односторонним. И Координационный совет в лице той же Светланы Тихановской и тех людей, которые решают, сидят рядом, опять-таки должен делать встречные шаги. Почему? Одностороннего, ну что, бухнул, пришел на коленке, шлепнул, допустим, головой ниц и признал все? Нет, не получится. Вот это договаривание. Договаривание – это всегда процесс. Но и тогда снимается первый пласт напряжения при сохранении чего? Все равно недоверие. Недоверие есть, но оно снизилось. Появляется перспектива, и тогда страсти немножечко снижаются. Если этого нет, это все та же конфронтация. Ці ёсць праявы гатоўнасці да дыялогу? Готовность отсутствует, так, в принципе. Но обстоятельства вынуждают. Тут вот я не случайно, вот я пост вывесил на своей странице в Фейсбуке и назвал, что принужденный диалог. И вообще это слово получило, вот это словосочетание получило в последнее время такое распространение, в том числе в дипломатической среде, принуждающий диалог. Я подчеркиваю, это не только ведь проблема вот этих двух сторон в рамках этого пространства, но это проблема для чего? Для окружающего пространства, для мирового пространства. И оно должно предпринимать серьезные шаги, серьезные, я подчеркиваю, только не вот такие имитации, для того, чтобы принуждать к диалогу. И когда есть принуждение к диалогу, тогда возникают попытки. Но вот те примеры, о которых я говорил, допустим, они являются косвенными признаками чего? Вообще-то готовности. Ну, допустим, Черечень приглашается так, на беседу к мамке, то бишь к Качановой. Ну, что говорится, не обсуждается, но тем не менее, это индикаторы. Ну, дальше, Воскресенский вытягивается, хотя вот между Воскресенским и Черечнем есть любопытное сходство. И тот, и другой вообще посидели. Их серьезно готовили к чему? Вот к такому принужденному диалогу. Я, правда, не знаю, как, допустим, не могу оценить степень готовности Череченя, но, допустим, степень готовности Воскресенского я могу оценить. Почему? Ну, сломался человек, так? Серьезно. Но у меня нет таких негативных оценок. Почему? Потому что можно абстрактно становиться в какую-то позицию, но посидеть, допустим, в местах лишения свободы, это, извините, это не санаторий. Ну и дальше, будучи больным человеком, это тоже. И, допустим, это, как говорится, Бог с ним, это его решение. Но, допустим, вести диалог к людьми, имеющими ахиллесову пяту, за которую можно уцепиться, или имеющие какой-то, допустим, компромат на биографии, это не диалог, это принужденный диалог. А вот здесь надо вести речь о диалоге свободных людей, так, свободных людей, которые намерены найти вот это решение этой проблемы, которая никуда не уйдет, никуда не денется. И экономический кризис еще свою подоплеку внесет. И надо будет объяснять вообще, где деньги брать. И надо будет решать очень много задач, связанных с чем? Вот с этой нерукопожатностью, как я говорил в одном из своих выступлений. Так, и дальше надо говорить о чем? О реноме, и надо говорить о чем? Вообще самой возможности и желания выстраивать отношения. Нет, этого нету, все, разговора нет. Поэтому чего не хватает, допустим, чего не хватает этому процессу? Серьезных людей, которые понимают, как вести диалог. Серьезных, опять-таки, концепций ведения и вот этой стадиальности процесса. Вот над этим надо работать. Оно не сваливается.
А просто так принудить и просто так вот решить эту проблему не получится. Это я тоже знаю. Это будет все время сопровождаться еще большим возрастанием издержек. Эти нервничают, допустим, эти нервничают, эти испытывают обвинения. С одной стороны, у вас ресурсов нет, а другие говорят, у вас ресурс заканчивается и так далее. Ведь ситуация такая, достаточно провокационная. Ресурсы заканчиваются у тех и других. Но ничего хорошего от этого не получится. Поэтому и та, и другая сторона осознает просто неизбежность этого диалога. Другое дело, что возникает, допустим, вот чисто психологическая особенность сохранения лица. Вот как и в конфликтах. Если вы загоняете человека в угол, если вы его обжимаете со всех концов, у него остается одна альтернатива – биться до последнего. А если вы сохраняете ему хотя бы возможность, точнее, вы сохраняете ему лицо, ну, допустим, в виде вот таких даже компромиссов, так, вы гарантируете ему некую, так сказать, этапность отхода, вы гарантируете ему то, что волнует любого диктатора, так, завтра, где буду завтра, и опять-таки, где гарантии того, что завтра у меня вообще будет. И, допустим, если мы говорим, что завтра у тебя не будет, он биться будет. Поэтому договариваться надо и по этим вопросам. Ці могуць бакі ўжо цяпер, але таемна, вести перамовы по диалогу? А дипломатия – это вещь какая? Она тихая. Она тихая, так? И на самом деле это продолжение того, о чем я говорил. Возможности сохранения лица и той, и другой стороне. Так, до момента нахождения вот этого компромисса. Но я тоже не воспринимал бы, наверное, слова Франека Вечорки вот так однозначно. Почему? Потому что любое какое-то публичное выступление, оно может носить еще схему какую? Не совсем соответствующей реальности. Но если есть элемент хоть какой-то трезвости у той и другой стороны, а я повторяю, никуда не денемся, придется договариваться. И той, и другой стороне, то, в принципе, при наличии каких-то проблесков разума эти шаги должны идти. И если они идут, я этому рад. Так? Но другое дело, что эти шаги должны идти разумно, с участием специалистов, чтобы не попасть в очередной, допустим, вот такой коллапс, который уже разрушит саму возможность договаривания полностью. Дык ці будзе ён, сапраўдны дыялог, і якая роля вуліцы ў ім? А я в этом абсолютно уверен. Почему? Потому что и сама власть уже понимает, что вот эта картинка красивая с всебелорусским собранием, она уже такая, очень невнушающая. А другое дело, что, допустим, вот эта вторая сторона должна напоминать власти, что она вообще-то не ждет вот этого, она готова отстаивать свои права, так? И она вообще-то обладает ресурсом отстаивания этих прав, и более того, она делает выводы из уроков. Процесс двоичный должен быть. Тут замирания не должно быть. Почему? Потому что вот этот витебский пример, это был хороший вот такой модельный эксперимент по тому, что может быть на всебелорусском собрании. Почему? Потому что там начнется вот эта же песня, связанная с чем? С подбором, с отбором, и с утверждением чего-то, и неизвестно чего. Вот мне все время говорят улица. Я говорю, это не улица, это граждане. Это граждане, причем граждане, обладающие несомненными достоинствами, это люди с честью, достоинством и внутренним ощущением свободы. И сломать их, оказывается, сложно. Так? И эти люди, ну, первоначально напуганные, вот я тоже вот читаю комментарии, допустим, первоначально они боялись фотографировать бюллетени на избирательном участке, а теперь они уже не боятся фотографировать вот этого ОМОНовца и автозак. И вот мне запомнилась вот такая фраза: «Господи, чего я боялся тогда? А теперь я уже не боюсь, а теперь я уже обрел еще одно основание для чего? Для своей зрелости». И вот этих людей не сломаешь. Они могут попросить паузы, поэтому я настойчиво говорю представителям средств массовой информации: не гонитесь за цифрами. Опять-таки, самое главное, вот, допустим, вот эти люди, вот их позиция, у них есть стержень, понимаете, допустим, у них нет чувства вины перед детьми, у них нет чувства вины за то, что они спрятались перед близкими и другими, им не надо отводить глаза, им не надо делать глаза оловянными, так, вот такими непроницаемыми. А когда ты честен, опять-таки, у тебя есть завтра.
А если у тебя его нет, то у тебя завтра нет.